Владимир Путин подводит итоги года. Уже порядка 4 часов глава государства в прямом эфире слушает обращения россиян и отвечает на вопросы журналистов. В этом году, как и в прошлом, программа объединила прямую линию и большую пресс-конференцию. Вопросы в гостином дворе, где и проходит прямой эфир, прозвучали самые разные. Это и внутренняя политика, на том, что происходит в регионах, также и социальная сфера, и международная повестка. Президент начал встречу с подведения итогов по экономическому развитию. Путин сообщил, что с российской экономикой в целом ситуация устойчивая. Он также предположил, что рост ВВП по итогам года составит 4%. Все на экономике – это основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, на этом стабильность, на этом обороноспособность, все на экономике. С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво, мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9, а может быть и 4 даже. Надо будет посмотреть, потому что подсчет результатов конца года, он досчитывается практически в первом квартале следующего, 2025 в данном случае года. И может быть будет и 4. Это означает, что за 2 года у нас рост экономики составил около 8%, потому что, как вот эксперты говорят, я сегодня с утра еще мнениями обменивался, где-то десятые, сотые процента, там это такая виртуальная вещь. Ну, то есть около 8 за 2 года. Вот в Штатах 5-6, в еврозоне 1%. А в ведущей экономике еврозоны в Германии 0. И, судя по всему, и на следующий год будет 0. Международные институты финансово-экономические поставили Россию на 1-е место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности, и на 4-е место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ, и в этом году обогнали Японию. Но это понимаете, это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Все развивается, все активно движется вперед. Если еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития, они тоже двигаются вперед. Да, и в еврозоне, и в Штатах ситуация тоже меняется. Поэтому мы должны набранный темп сохранить, менять качество в нашей экономике. Но есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было. Это первое. Второе – это рост отдельных отраслей производства, это промышленности. У нас рост промышленности составил 4,4%, а перерабатывающая промышленность 8,1%, причем в разделе по отраслям там по некоторым еще больше. Российский лидер отметил и уровень рождаемости по стране. Безусловно, на первом месте и вопросы, касающиеся специальной военной операции. Президент говорил и о восстановлении пострадавших от боевых действий районов Курской области. Все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно. И будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тот, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Уже сейчас выделено на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 миллиардов рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники,
все праздники, будет работать, встречаться с людьми и решать вопросы, в том числе и по сертификатам. Я понимаю, что в этом ничего хорошего нет, в том, что происходит с вами. Люди несут тяжелые утраты, потери и неудобства такие бытовые, особенно связанные с детьми. Но мы обязательно все сделаем, не сомневайтесь.